случается такая одиозная антироссийская фигура, известная своими антироссийскими антипрезидентскими взглядами, как Леонид Александрович Зибер, для которого в палату проголосовало 15 членов. И вот, как говорится, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Получается, что эти 15 человек или разделяют взгляды антироссийские, антипрезидентские господина Зильберга, или как минимум лояльно к нему относятся. Господин Зильберг является хозяином интернет-журнала, известного у нас 7 на 7, который бросает своей антироссийской, антипрезидентской деятельностью. Там ведется откровенно антироссийская пропаганда, там извращается история России, извращается политика российского руководства. Более того, господин Зильберг известен тем, что он призывает гомосексуалистов города Сыктывкара играть публичные свадьбы. Более того, он известен тем, что он демонстративно не встает под гимн России на заседании Государственного совета. И вот, зная все про этого человека, 15 членов палаты голосуют за него, за включение в новый состав. Александр Ильич, предложение. И вот у меня возникает вопрос. Какой деятельностью собирается заниматься состав палаты, если он, получается, в большинстве своем 15+1 состоит из членов, которые имеют откровенно антироссийские взгляды. У меня, конечно, есть другой вариант. Что эти 15 человек не по убеждениям голосовали за Зильберга, потому что их попросил руководство. Александр Федорович, предложение, пожалуйста. Но тогда получается еще более страшная вещь. Вы на пленарке сможете республики у нас поддерживает антироссийские президентские взгляды господина Зильберга, если она его внедряет в общественную палату. Предложение, Александр Федорович. Мое предложение, что вот это обращение к новому составу, что это обращение к новому составу общественной палаты, в нем не хватает как раз именно вот того факта, о котором я обратил внимание, что на фоне активизации пятой колонны на стороне, у нас членам этой пятой колонны предоставляется столь высокая трибуна, как трибуна общественной палаты. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Ильич. Спасибо. Мы сейчас принимаем с вами проект рассматривания.